Мы находимся на позициях бригады 1461. Позывной Хотой. Показывай, как вы обустраиваете. Добрый день. Давайте пройдемте, посмотрим. Также есть, конечно, передняя, передок называется. Вот там несем службу, позиции, а здесь тыловая сторона, отдыхаем. Окопы идут вдоль, ну как от бунгала в бунгал другой. Это первый бунгал, следующий там второй, третий. Давайте с кухни начнем, наверное, скорее всего, да? Да. В данном месте прием пищи производится. Это столовая. Ну, здесь солдаты отдыхают. Приема пищи не было, да, чтобы не пылилось? Да, не пылилось, и как бы влага здесь все равно есть из-за этого. Что в холодильнике? Да? Джемы туда-сюда. Ну, солдаты в основном сами покупают. Как бы разнообразие хочется. А вот здесь вот это на позиции. Это ТВН. ТВН это, да, в полевых условиях, по идее, вообще должны иметь ТВН. Ну и в ТВНах готовят. Цинки по-старому получается. Да, по-старому все у нас здесь. Это как термос. Да, термос. У нас вот есть свежий обед сегодняшний. Это пойдет на передок? Нет, это здесь. Это здесь, ребята. Здесь кто здесь, а там на передовом ребята сами. Давайте дальше посмотрим, там у нас баня. А здесь у нас баня. Ну, самодельная, соответственно, и на окопах, на уровне окоп все равно находится. Стиральная, чтобы мыть одежду. Ну, ребята, и бидон уже в этом. Долго это все обустраивали? Ну, окопы точно я вам не скажу, потому что я не знаю. А так, насчет вот эти, как мы обустраивались, в течение месяца, 2-3, ну, так находили. Это, то есть, получается, здесь солдаты у нас отдыхают? Да, у нас здесь солдаты именно отдыхают. Это... Ну, тыловая сторона имеет свойство тоже. Накаты это на блиндажи, там уже на передовом. Здесь в тыловой стороне готовят блиндажи, там, где хранятся продукты личного состава, вода там. Здорово. Место отдыха? Ну, спальное место. А специально в контейнере, чтобы... Да. Контейнер сверху, для дерева кругляк и бетонные плиты. Для укрепления? Да. Мое спальное место, вот оно. Ну и аккуратненько так. Ну сейчас вот только начинается уборка. Сам откуда? Хангаласский. Ну? Прописан в горном районе. Контракт? Контрактник, да. В октябре подписал. В ноябре я уже был здесь, в красной зоне, получается. А на полигоне был в месяц где-то и все. И уже были на позициях. Расскажи, какие боевые задачи выполняете? Боевая задача наша оборона. Держать оборону. Это то есть у нас оборона от дронов в основном. В основном дроны у нас уже даже вот тоже корреспонденты приходили к нам. У нас наша рота известна тем, что уничтожает дроны. Вот. Прям оборону держит хорошо. Расскажи, как боретесь с дронами? У нас за месяц с дронами было 30, я если не ошибусь, тогда еще 37, что ли, официальных. А есть еще неофициальных, которые нету. Ну, дрон уже все взорвался, да. И подтверждения нет. А дроны мы уничтожаем. У нас есть специальные антидроновые ружья, да. Ну, кто-то им держит, а второй уже стрелок стреляет в них. Или же все равно все мы как держим оборону, начинаем уже огонь на... Ну, а охотничьими ружьями плюс, да? Или да, плюс охотничьими ружьями, но пока их у нас нет. Не хватает. Да. Нужны? Да, по идее нам дробь, да, нужны. Дробовики, да. Да. Но они вот именно в нашей лесополке, где мы находимся, не здесь, а в другом, там на позициях, они у нас нашу лесополку обходят. Стараются обходить. А если пролетают, то они, ну, прям высоко-высоко, и то это разведчики крылатые. Ну, чего хватает, чего не хватает бойцам на данный момент? Бойцам что не хватает? Ну, нам, по идее, чтобы знать позиции урагана, требуются дроны. И автомобиль, который наш уже уничтожили, ну, это смех смехом, но тогда было как бы не до смеха. Эти моменты есть. Ну, жалоб таких, продукты есть, одежда есть, да и сами покупаем для себя как нормально. Обустроились хорошо? Обустроились хорошо, да. Скучаешь по родине? По родине? Ну, конечно, в отпуск должен вот поехать скоро, через месяц, что ли.
Ну, где-то так планирую. Первым делом куда поешь? Первым делом к семье. Конечно, передам своей семье привет. Большой привет. Родственникам, друзьям. Ну, ждите, скоро домой. Слава России. Победа будет за нами.